Ну, многих я знаю, но я бы сказал, что состав неплохой. Только проблема в том, как они будут работать. Если они сумеют быстро сориентироваться с учетом радикальных, скажем, преобразований, то будет эффект хороший. А если не сработают, то это будет сбой. Это будет минус экономики, минус развитию и всему минус. У нас художник один, он рисует все, и есть советник, который дорисовывает. Вот что я могу сказать. Но новых там лиц мало, реформаторов нет практически. Вот. Так что я считаю, что те, кто в октябре сел, они должны были понимать, что это все временно. Они должны понимать, что они все будут в случае чего виноваты. Даже если президент поручит, и они не выполнят, или наоборот выполнят не так, все равно они будут виноваты. А мы, парламент, ну в целом про парламент, мы как Герасим, который на все согласен, все одобрится. Вот. Многих я не знаю, вот есть новые лица, тоже надо присмотреться, но в целом таких одиозных личностей, одиозных министров я не увидела. В целом все как бы устраивает, нужно дать время, а времени у них нет, да? Они должны сразу с разбегу начать работу и показывать результаты. То есть маловероятно ожидать чуда, таких быстрых результатов, потому что, хотя и есть желание вот сократить, но может быть, что эта структура, наоборот, такая громоздкая получится, да, то есть под одно министерство затолкали много-много-много агентств, ведомств, отделов. По женскому составу, я сказала, очень мало женщин, из 16 людей 2 женщины, это очень мало. Есть, конечно, опасения. Многих я, например, что-то предложенное на Министерство транспорта и архитектуры, я ее не знаю, но как по резюме только ознакомился. Из бюджета где-то в порядке скопвложений 80% выделяется на именно Министерство транспорта и архитектуры. Там и строительство дороги, и там именно энергосистема у нас 137 миллиардов сомов в долге. Если команда сплоченная это все реализует за короткое время, то с обновлением Конституции, с принятием референдумом Конституции и с изменением некоторых законодательств, данная команда будет продолжать свою работу. Эми бардыгына жага бербейсиз го. Бирөөсүн жумуштан алат, бирөөсүн коет, анан если иштей албаса кетирет дагы, кайра алып келет, ошентип жумуш болот. Марипов өзүнүн командасы менен келиш керек да. Анан предварительно алар менен ар бири менен сүйлөшсө керек. Анан кээ бир жерлерде пикир келишпестиктер болушу мүмкүн. Ошого жараша бул командасы өзгөрүлө берет. Нормальныймы деп айта албайм, жакшы иштеген баланы иштетиш керек, убакыт бериш керек. Ну, есть, конечно, определенные кадры, которые вызывают большие вопросы. Для меня, допустим, было очень неприятно, что вот конкретно по соцвопросам вице-премьера сократили, потому что огромный балласт работы, огромный объем работы. Главной целью, на мой взгляд, здесь стояла оптимизация, к чему и пришли. И, возможно, после утверждения новой Конституции наши революционеры вернутся в состав правительства. Очень много вопросов по семейному насилию. Здесь, конечно, хотя бы вице-премьер должны были оставить женщину, потому что, к сожалению, толерантность по отношению к семейному насилию и к детскому насилию проявляют только женщины. Увидел очень хороший знак, что акцент сделан на профессионализм. Людей, которые имеют достаточный опыт, долгий опыт работы в государственных структурах, акцент сделан прежде всего на профессионализм. Опыт, профессионализм, те люди, которые предложены, я думаю, всем знакомы, именно как, будем говорить, как трудовые лошадки, которые были долгое время замами. Такой принцип, подход очень будет полезен для общества и для кабинета министров и для населения нашего. Ставить во главу угла только участие в событиях революционных, я думаю, может быть, не совсем это правильно.